толпой. Это дорожка, а толпа огорожена такой железной цепочкой. И эту дорожку проходят объявленные участники того конкурса. Там болгары, и не только, и настала очередь евреев. Я такой, по-моему, взял на халяву, выдавались флажки, и я такой взял флаг израильский, и они передо мной проходят, я такой флагом махаю, а напротив толпа другая есть, она освистывает израильскую команду. А я такой, команда-то прошла, они свет свистят, а я еще машинально, гейтеран специально, с флажком израильским. Вот он, суки, берите, ловите Бошсон. Такие дела были. Было приятно наблюдать за фактором, что отсутствует русская команда. Вот. Это главное. Как на футболке китайцы писали, Раися в перде. Абсолютно да. Нормально, да. Де матча хостел, матчу. Маршал встал. Jag tyckte Oli som tycker jag var känd. Och det ankade hade. Тапаем, 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 тапаем. Хаудафай, прям мадойка. Стелла, привет, подымайся. Как хорошо, что у нас есть приветствие, которое ты можешь кому угодно высказать, да, там, этим можно, этим нельзя. До того даже противно, да, вот эта вот тема. Там, салам алейкум. Если не мусульманин, нельзя сказать. Потом, если не мусульманин, тебе салам алейкум говорит, ты говоришь ва алейкум. Представь, да? Да, трудно, а прям что. Делаю из положения. Твоя салам пополам. Да. Ох ты, Стеллу блокнули. За что? Запасного нету аккаунта. Стелла, меня блокнули. Есть, давай. Только напиши мне, за что ты. Зайди. Через запасной. Привет всем, ребятки. Привет. Здорово. Думала пойти отдохнуть, ну ладно, посижу с вами чуть, потом пойду отдохну. Как у вас дела? Нормально. Я только что рассказывал Стелла, как хорошо. Что ты говоришь? Нет, говори, я слушаю. Я говорю только что рассказал. Начало. Было все прекрасно, отлично. И вишенка на торте. Было приятно лицезреть отсутствие русского флага. Я слышала, что там вообще целый рестораны, некоторые отказывались вешать израильские флажки.
И, значит, одна женщина, у которой есть целая сеть ресторанов, вывесила у себя в самом центре, там в Вене. Было такое дело, но Ну, никто потом не израильское. писали, что они за это поплатятся. Эти все рестораны будут закрыты. Guten Tag, Kameraden. Вы имеете право не вешать, но при этом последствия последуют за вами. Здорово. Ну, я думаю, в этот раз будет легче нашему представителю, потому что как-то эта страна менее антисемитская. В прошлых нашим, конечно, было очень трудно. Очень трудно девочкам. Кто от Израиля, кто там? Какой-то В молодой этот раз человек. парня у нас отправили, но до этого у нас девочки были. Все девочки наши шикарные. Короче, я буду за Израиль топить. Там где Да, там, и там песня не политическая в этот раз, она там про любовь, морковь, короче, такая. Надеюсь, не ЛГБТ какой-то. А ведь нашлись же бляди, которые проходила делегация на зеленой дорожке по центру, когда все мы Да, стояли, с палестинским флагом махал. Мало того, что Европейцы. махали, они, Кстати, европейцы они же проплаченные, не... они освистывали команду, проходя мимо. А я такой тоже блядской толпой стою. Я такой машинальным. После того, они как прошли, я долго не переставал махать эти флаги. В том, что вот с 2023 года, как началась война, все наши представители попадались в первую пятерку, даже в первую тройку, по-моему, да, все девочки, которые пели, все попадали в первую тройку, а по голосованиям зрителей во всем мире Израиль постоянно побеждал первое место. Но жюри всегда понижали оценки, поэтому получалось там второе, третье место такого плана. Ну, это тоже Вот поэтому. такое время антисемитизма, это очень достойно как дойти до второго места. Тоже. Антисемитизм присутствует уже в немалой такой форме в Европе. Я говорю, знаешь, совсем другое. Когда, в принципе, когда завершится ваша победой, а я не сомневаюсь, вам бы правительству будет давно пора поставить на место этих европейских стран на дипломатическом уровне, прерывая всякие контакты. Уже делают это. Уже Да. делают это. Да, потихонечку. До всех дойдет. Пока те, которые ныли, вдруг, когда почувствовали, что петух клюнул в попу, и им нужны наши защиты, да, там в плане кибератаки, всякой такой защиты в военной структуре, то начали уже там. В Германии я слышала, что какой-то там завод открывается, где будут что-то там производить израильское. Так что начинают уже сотрудничать те, которые очухались и поняли, что когда придет война, они ничего не смогут сделать. Ну, есть еще такие, которых интересы здесь. Такими, как Макарошка во Франции. Ну, у Макарошки в Франции у них свой интерес. Они боятся конкуренции. Поэтому старались, например, когда на съезды вот эти вот продажи, то, что оружие, да, они старались, чтобы Израиль ликвидировали, ну, чтобы Израиль не находился там. Боятся. С момента введения нового закона в Германии, в принципе, и в Австрии, она следует постоянно за Германией. Ко мне поступил новый приказ во время изучения телефонных разговоров от чеченцев. Я должен расследовать антисемитские разговоры против Израиля, против евреев среди чеченцев. Пока что молчат, бляди, молчат. Думаю, что они просто понимают, что их отслеживают. Они же не Они, глупые. конечно, понимают. Моя задача... Я Но я говорю думаю, всем такие вещи блядям... больше делаются через Телеграм, знаешь, через каналы, которые меньше прослеживаются, тяжелее отслеживать. Я и говорю всем этим козлам, вам, козлам, можно работать на на Кремль, Лубянку, а мне что,
Нельзя работать на спецслужб той страны, где я проживаю. Не слишком ли жирно? Ребят, посторонитесь. Теперь я уже в действии. А вам это же в этот раз мало не покажется, блядям. Вчера у меня один такой герой соскался мне, предлагал на встречу. Я его предупредил заранее, на встречу я приду уже не один. Но на такую встречу, где он хорошенько поплатится в виде депорта. Знаешь, вот у нас, например, у нас же есть вот эти беженцы с Судана, да, которые якобы сбежали от войны гражданской. Так вот у них тут эти эритрейцы и суданцы, они тут между собой тоже борются, потому что у них некоторые сбежали от властей, а некоторые поддерживают власть, но прибежали сюда, чтобы заработать хорошо денежку, да. И вот они между собой, у них такие там драки бывают иногда, они убиваются просто. Тут и вертолеты поднимают, смотрите, что творится. Они еще такие все черные, они все на друг друга похожи, блин, их различишь вообще? Дичь, что творится. Лек Мушинский, здорово. Лек Мушинский. Как там, ничего? Все хорошо, надеюсь? Я на работе, мне надо одну бобиновую музыкальную аппаратуру починить. Так что здесь шумно. Ну, Бобина. Знаешь, такие круглые кассеты были раньше? Это что там? Конечно. И еще это самое используют, что ли, бобины? Еще как. Пластиновые аппараты сейчас все, знаешь, как дорогие. А кассетники, помнишь, маленькие кассетники были, кассеты квадратные? Тоже заново все вернулось. Почему? Что-то... Считается, что, ну, это, во-первых, как уже ностальгия. Во-вторых, у них звук хороший. Классика. Не как в CD-шке. CD-шка дает такой чистый бриллиантовый звук, дигитальный. А они хотят что-то аналоговое, чтобы где-то хрещало, хрипело. Такое, знаешь, настоящий звук. CD-шка разве есть еще CD? Конечно, есть. Ну, что такое? Ты техники не соображаешь немножко? Музыкально. Ну, в принципе, нет. CD, конечно, слушают. Но я знаю сейчас все вот эти MP3, там, какие MP3, вот эти какого? Bluetooth или что-то еще. А настоящие музыканты только пластинки ставят. Настоящие меломаны такие, ну, которые помешаны на этом деле. Там пластинные аппараты бывают по 65 тысяч евро. О чем ты говоришь? Я недавно одну очень дорогую продал аппаратуру. Bang & Olufsen, например, датская фирма. Вот. В общем, интересно заниматься такими вещами. Это все настоящие немецкие и японские вещи, американские, датские. Там Китай такие вещи не делал раньше. О, привет, админ. Так что это очень интересно. Да, Я да, помню, 80, по-моему, 6-й или 5-й год. Шарп-магнитофон родители купили. Да. Блин, он это мощный был магнитофон на то время. Там вот так две кассеты не рядом, а в одну эту, в один лоток две кассеты. Подожди, не шах, а шарп. Шарп, да. Я что-то шах услышал. Не, шарп. Шарп. Какой шарп был у тебя? ГФ? Они все начинаются на ГФ. Серебристого цвета или черный он был? Нет, черный. Такой маленький. А, маленький? Ну, значит, две кассеты, они в один лоток. Бывает Sharp GF 57, например, они серебристые, такие, как чемоданчик маленький. Вот. Кассетники там одна штука была. У тебя двухкассетник был, да? Да, двухкассетник. Ты знаешь, какие сейчас знаменитые они? Блин, вот это крутой был магнитофон. Если найдешь Sharp 3 семерки или 3 девятки, ой, боже мой, 4000 евро стоит. Вот зайди в интернет и посмотри Sharp GF. Подожди, 999, я точно не помню точную модель. Вот на интерес просто на eBay или где там кто что продает, да? Не имеет значения. Капут, работает, черт с ним, люди его ремонтируют. Отец там хотел вот этот магнитофон нормально, там откуда-то у брата принесет своего, вот этот бобинный там, вот это все закручивается, ленты. Да.
что-то там нужно, кнопку, чтобы держать на нее, ложить что-то, чтобы не вылетало. Да, она не клинила. Там сзади стоят такие, ну как это, как магнитная такая кнопочка. Чик-чик-чик, она так нажималась, и со временем они, ну, сдавались, их надо было просто чистить. Они не ломались, их просто надо было открывать, прочищать этот магнит, может быть, где-то конденсаторы менять, и заново они работали, они были сделаны почти на вечность. Вот. У нас там магазин был, комиссионка, помнишь ты, Да, Шалинский? Да, Есть, да. конечно. И в Баку тоже было. Вот в этой комиссионке, короче, за 1650, я даже помню, рублей. В то время это большие деньги. Да, ты это чё? огромные бабки. Там наши родственники Sony купили, тоже двухкассетный, только Да, вот так да, да. рядом. Но они в одно время шли. Блин, крутые. И у них Sony Да. крутой, вот этот шар. Они такие, как бы, там же не так в магазинах продавалось это, как Да. там советский товар. Просто что-то одну-две штуки что-то завезут и вот так. Все по знакомству, только. Просто так там тебе такие вещи никто не давал. Админ, Особенно вот шапку. Леку продай свой, он купит у тебя за 4. Нет, он может пойти на любой базар, и смотреть, где-то если встретить. Я, например, встретил аппарат свой тоже в детстве. Это был GF 5757. Шел, смотрю, валяется один. Я говорю, сколько? 10 евро. Я купил, починил. Ну, серебристые детали уже, конечно, поцарапаны. Где-то что-то я отреставрировал, чтобы как-то еще выглядело. Ну, а остальные Ибрагим. механику я сделал. Ты ничего не находишь в никнейме нашего вот этого собеседника в шляпе, с усами, в костюме, который... А кто понимает по-немецки? Амина. Ибрагим. Он у него спрашивает. Нет? Даже не Если знаю. он немецкий язык не знает, тогда он тяжело. Нет. Знаю, конечно. Лек это что? Лексус? Так, у кого это микрофон, по-моему, у Лека выключился, хотел свой выключить. Микрофон у меня, да, что-то выключился. Lexus И мужчинский. Да, как wenn ты man дошел versteht, до was das такого? bedeutet, das ist natürlich Satire, Spaß. Jedoch irgendwo hat sich versteckt bisschen ein kleines Rätsel. Ay Murat, Azerbaycan dilindədir. Bunu başa düşmədik. Lek Muşinski. Kimdi orada danışan başa düşmür burada? Salam aleyküm. Mən nemes dilini başa düşmürəm. Nə arayım? Nemes dilini başa düşmürsə. Yox, sənə o sual sənə vermədilər. Это задали вопрос кому? Подожди. Тебе, Немецкий. по-моему. Это же азербайджанский уже был. Это был азербайджанский. А Ибрагим что, тоже по-немецки говорит? Он говорит по-немецки. Ja, ich kann auch auf Deutsch. Na dann los geht's, mein Lieber. Spuck aus. Ja. Das ist fantastisch. Ja. Das ist fantastisch. Mercedes, BMW, Ая-шаукаль. Что такое ая-шаукаль? Шаукаль это, знаешь, знаете, не? Трясти. Не, Ага. А другое яйца. Такое. А яйца, в общем, яйца трясти. Я пришел в магазин Kaufland, и чтобы проверить яйца, если целые, есть такой способ проверять. Ты их шатаешь, и если какая-то яичко не шатается, значит, она треснула и приклеилась. В общем, Да. я шатаю, бабушка проходит, говорит, вы что вы шатаете? Я говорю, я яйца, да, шатаю, а я шалку. Чуть там не сдохла со смеху. Я говорю, что вы имеете в виду? Я говорю, вы знаете, если трескается, да, скорлупа, то выходит оттуда, и она клеится. Ах, вот оно что. А то я так обрадовалась. Она говорит, подумала, вы яйца трясете трясти. яйца. А я шалку. урок подал бабушке, да? Лек, завтра приходите все, пожалуйста, к Элаю. Макси Стейк будет из ислама выходить завтра. Аллах, мой друг Ничего Макс. себе. Это Я поставила кефирскую ему шахаду. Аллах, какой ты Или великий. я, или ислам. Кефирскую шахаду будет произносить, что? Да. Он выбрал меня оставить ислам. Пусть выходит. Подожди, это наш Макс, который... Макс вот Да. этот, да? Он Вот сам. видишь, мы все-таки убедили его, не? Не Он надо понял, говорить, это я, это моя работа. Молодец. Я же сказала, Молодец. что я дадим работу. Молодец, все. Я это знал, он хороший парень. Я Подожди, а что он вместо этого что-нибудь принимает там?
Скорее всего, родноверховая, чем другую религию будет принимать. Так неважно какую, главное оттуда выйти. Вы понимаете? Ты можешь сказать, я даже безбожник. Но не говори, что ты... Ну вот админ против, чтобы он выходил. Говори ты безбожник, но не говори, Я что ты сказал, исламист. чтобы он уходил? Нет, ты сказал, чтобы я не заставляла его, чтобы он выходил из ислама. Конечно, потому что нельзя человека ни к чему принуждать и Ну, заставлять. если... И тогда, смотрите, ребята, у меня условия были. Тогда пусть он не приходит на мой стрим. Это его выбор. Он выбирает так не со мной. надо. Да, рядом. шантаж это называется, шантаж. Ничего подобного. Надо. Все правильно ты сделала, молодец. Это уже давно Вытаскиваешь этому человека из определили. тьмы, из этой тьмы, который он всю жизнь больной пацан, его надо спасать. А может, что он такие включил, Амина? Да, я буду проверять, уж поверь мне. Санат, новый спикер. Ассаламу алейкум ва Я думаю, он не будет рахматуллахи так ва делать. баракату, ёпта. Как твои Ёпта. дела из Казахстана, да? А как Откуда, ты будешь- Санат? Как ты будешь проверять это? Ты заставишь его сало кушать? Нет. Нет. Первый он выйдет из ислама, второй он пойдет в магазин и купит чекушку. И позволит мне на видео Так вызвать ты и выйти. сразу бы сказала, мне нужен пьющий парень, что ты? Постоянно по-еврейски. Нет, здорово. там тоже такие можно делать. Салам алейкум. Здоровайтесь уже на своем. Санат, Джейсон. Салам алейкум, это же я желаю Джейсон. здоровья. Да, вам. Это же ничего такого, нету плохого. Так я тебе ответил, ва алейкум ассалам, я бы сказал и тебе, и другому, что здесь плохого. Конечно, нет ничего плохого. Стелла, это на этом не закончится. Когда я тоже так сказала, мне тоже не верили. Там время надо, понимаешь? Главное, чтобы он Ая, да, вот Леонора, мы все там будем сидеть, чтобы он поднялся и сделал это. Для меня это самое первое вот это. А дальше уже я придумаю для него испытание. Посмотрим, как он Интересно, среди войнахов до прихода ислама ели свинью? Не Хороший знаю. вопрос. Ну, я не Давно. часто. Она вкусная. Я думаю, не ели. Нет, на этих не территориях ели, Кавказа не ели. Это Там, дети... по всей видимости, еще раньше, то ли от иудаизма это к нам перекочевало, то ли что-то Конечно, там. конечно. Да, что-то там было, что вот бацпийцы, они тоже не едят свинину, хотя они христиане в Грузии. Это дети Ноя. А Ноя Тоже запрещал. нельзя. Первые христиане тоже Христиан не тоже ели нельзя свинину. есть свинину, конечно. Некоторые христиане тоже не едят свинью, кстати. Нет, Первые сейчас можно, христиане у не них как едят по Новому свинину. Завету, у них по Новому Завету как бы есть разрешение. Но прежние христиане, первые христиане тоже не ели. Правильно. Не Первые христиане не были мусульмане. евреи. Все вот эти, кто, да? Неофициальные. Официально То есть армяне получается- приняли. Получается, А потом, что ни евреи, ни иудеи, ни мусульмане не едят свинину. Нормаль, они не имеют права есть. Да, правильно. Это запрещено всем троим. А разрешено ли делать буравчик? Разрешено? Буравчик, что такое? Кто знает, что такое булавчик, буравчик. Это что-то какая-то внутренняя шутка, нам не понять просто. Я бы сказала, возрастная детская. Да. Поросенок, да, его нельзя кушать, он в те времена, в этих краях, он очень болезненное животное. Все Его нельзя болезни, которые есть у него, они передаются человеку. Хотя Пуэрто свинья, Рико, по своим пилюэт, данным, она пилюэт. как человек. Да, Почки, печень, генетически сердце. ближе всего к человеку именно свинья генетически. Недавно операцию сделали, почки сняли, положили, человек живой. Почки, сердце, клапан сердца, Да, там да. все идет. Там что-то еще я слышала, ухо как-то там тоже что-то сделали, там приживется. Ну, генетически подходит, да, ближе, чем обезьяна, чем Пуэрто коза. Специально Рико. сказали, чтобы мы долго не жили, а то скажет свинья кошерная, все побегут, сердце себе переставят, уши там, ноги. И кто-нибудь вот находился рядом, там, где этих свиней пасут,
вот эта вот вонь, которую, я извиняюсь, Запах, да, да. Так я до того, кастрировал. Человеческого. Пришлось нет, мне свиней кастрировать в советской армии. Мне было 18, 19, 20 лет. С завхозом мне там, короче, вот такая херня. Мне пришлось кастрировать свиней. Это была такая технология, которая после этого руки воняли. Трудно было их отмывать от мочи. Они же, когда кастрируешь, обсыкаются, понимаешь, прямо на руки. Это было 70-е годы. У нас в армии, короче, были два пацана свинопаса, а в армии, в российской свинопасы, они уходят с сержантами, с благодарностью. Ну, короче, это очень круто. Вот, и они, два пацана, от них, клянусь, так воняло. Они еще и одеколоном сверху это заливали, чтобы хоть немножко запах убавить. Это знакомо мне. Они, когда в столовую заходили, вот метров с 50 уже запах так бил, что ни кушать, ничего, ни пить не хотелось, бежать хотелось оттуда. Но все равно запах с тобой остается, как бы ты не соблюдал. у нас же вот Он, так говорят, свиней. впитывается в кожу, впитывается вот этот серный запах, как он правильно. Он впитывается в кожу, въедается. Вот коров, где, да, там, этих самых баранов, лошадей, где пасут, понятно, что все равно запах там есть вот это. Но когда ты именно где свиней пасут, вот там это вообще другое. До того невыносимо противно. Чтобы запах вот этот ушел, это очень много времени должно пройти. Вот кожа же у человека обновляется, меняется. И вот нужно, чтобы сколько слоев кожи сменилось у тебя, только тогда запах пройдет этот. Дорогим, я насчет свиней не знаю, у меня никогда не было никакого отношения к этому, но в детстве, когда в школе училась, в детстве, в подростковом возрасте, я училась в школе в сельскохозяйственном. Мы там раз в неделю, у нас был рабочий день, где мы не учились, а мы работали утром. Мы доили коров. То есть каждый выбирал, что он хочет. Были теплицы, были с лошадьми работали. Каждый выбирал свое, я выбрала коровник. Так вот, мы в 5 утра с подругой, когда вставали и шли доить коров, вот этот резкий запах навоза выворачивал весь желудок. Но я тебе скажу, что через полчаса ты настолько привыкал, что ты переставал это чувствовать вообще, запах. А к свиному запаху ты не принюхиваешься. Я не знаю. Коровьему, лошадиному ты Я можешь у этих принюхаться, казаки- а к свиному ты не принюхаешься. Казаков там рядом, я ездил на Ингушетию, там казаки, и вот у них в гостях я был, там они по улице, вон, в начале живут, и оттуда вот это вонь, блин, как там даже по соседству люди двигаются. Я вам скажу, что я не знала, что коровы такие чувствительные до того, как начала с ними работать. А когда я видела, что они плачут, да, вот если там что-то упало, ударилось, они плачут реально слезами, человеческими слезами большими. Я не могла их есть. Я очень много лет не ела говяжьего мяса. Язык знаете, вообще наверное, последнее что у время них не есть? трогала. То у них еще есть характер, у каждой коровы свой характер есть еще. Да, конечно. Конечно. В Поросята Голландии, всегда по-моему, боятся. Когда ее куда-то несешь, поросенка, он всегда визжит. А баран нет. Баран думает, ты его стригешь, там что-то еще там. как А поросенок свинья знает, понимает, сейчас не убрать-то. Только свинья мясо. понимает, когда ее хотят убить. Да-да-да, Вот чувствует. в Европе же на фермах коровы музыку включают классическую. Там массаж делают, они в 2-3 Никогда раза нельзя больше животное молока перед дают. другим животным убивать. Никогда. Они видят это все. Они все понимают, чтобы вы знали. Все понимают. Поэтому коровы, они очень необычные, да, это правда. Это у нас был Курбан-Байрам, и там такая толпа была. Это бедные бараны стояли, смотрели, как они будут по очереди умирать. Он просто брал. Ты знаешь, я тоже с Баку родом. У меня двоюродный брат, он был маленький, там во дворе зарезали барана, и когда вот этот шприц вот этой крови пошел, он после этого начал заикаться. Пожалуйста, видишь, испугали ребенка до какого? Испугался, да, он очень испугался, потому что
барашек завизжал, и вот эта вот кровь шприцом пошла, он А испугался. точно барана резали? Да-да, барана резали. Нельзя Я такие. в Инстаграм, Животное не я в должно смотреть. Инстаграм Дети тоже выложил, не должны. Инстаграм мне блокнул видео, я потом написал, что это обычаи, то все. Мне видео разблокировали. Если бы видели Афганистан, Пакистан, Гурбан Байрам, да? Там такой ужас. Стоит Аболтус один, за шиворот берет барана, вот так бросает на спину, как-то пилит его, режет там, потом следующего. Бедные животные стоят и смотрят друг на друга. Да? Знаешь, какое это кощунство? Блин, Ну, как кому такое это, мясо надо? знаете, Поэтому эти организации в защиту животных борются, потому что на самом деле есть очень много информации в Ютубе по этому поводу. Ребята, скажу вам честно, если вы это посмотрите, вы больше никогда мясо животного трогать не будете. 100%. Это настолько жестоко. хватит, в я без некоторых мяса местах. умру. Вы если мне это А видео я тебе покажете, говорю, если ты сразу- посмотришь некоторые убойни, вот сразу меня как убейте. забивают тогда, и всё. животных, там прямо ужас творится, там прям, знаешь, жестокостью. Стелла, сразу У меня него был тогда аккорд, убейте, и он все. баранов резал. А без мяса ни одного дня не проживу, вы чё? Как без мяса? Может, сразу тогда? Мой малой не ест сам по себе, вот просто не хочет, и все, ему не нравится. Решил, я вегетарианец. Я говорю, так ты же шницели ешь из курятины. Да, но только это, все остальное ничего не хочу. Не, ну колбасу же вегетарианцам можно в магазинную кушать, там все равно мяса нету. Нет, вегетарианцы не кушают. Да, это можно, наверное. Там еще есть вегетарианцы, которые, я не знаю, как они по-русски называются, которые еще и яйца тоже не кушают, куриные. Да. Ну, то есть И всё, они что- даже инжир не кушают, потому что там пчелы умирают. Ну и про это я не слышала. Правду Ну, говорю, потому что- пчелы, короче, когда опыляют инжир, очень часто внутри остаются, они не могут выбраться из него. Нет, там даже оса, по-моему, инжир, он вообще не спеет, если в него оса не влезла, короче, там она его именно... Короче, Да, в каждом вот оса, пчела. инжире я где-то это смотрел, да? Они их в каждом опыляют инжире- своей этим кубком. Где она туда залазит, прям вот этот инжир. Она должна внутрь залезть, и очень часто, когда она не может оттуда вылезти. Поэтому Это они если инжир не срывать кушают. инжир, когда он уже поспел. А если инжиры срывать чуть-чуть раньше, когда они еще не поспели? Есть, когда Ну, цветами никакой они осы там еще, нет. да? Он тогда там это никаких- немного, по-моему, пьянит, да, инжир, если не спелый. Он во рту вялено такая прям чувство такое непонятное. Да, как молоко там такое бывает, я помню. Да. Я не знаю, курдюк, жареный на углях, порезанный ломтиками, посоленный, жареный на углях. Как без этого можно жить, не представляю. Я видела ролик, где одна русская вышла замуж за афганца. И, значит, она приняла ислам, там отца своего привезла. И вот они показывают жизнь, там сватовство, там ее дочки с сыном другого, который тоже жена русская, папа афганец. И, короче говоря, она рассказывает, как она сделала, что они без сала жить не могут, но так как это харам, она, короче, научилась делать из курдюка это сало. И они всей семьей Дагестанцы с 1000 лет так делают. На Кавказе 1000 лет это из курдюка сало делают. Это очень вкусный продукт. Вредный, наверное, не знаю, но Я вкусный. не люблю, не знаю, никогда меня это, как-то слишком много жира в одном. Если ты его чуть-чуть на углях вот так поджаришь, то тогда... Нет, курдюк на углях, конечно, шашлыки без У курдюка. меня прям без уже жира, вкус во рту, конечно. я прям чувствую. Это курдюка другое. на углях. Но именно как сало свежее, ну, нет. А если этот курдюк еще добавить немножко фарш в свежий и сделать люля, либо люля поджарить, растопить курдюк и вот Ну, люляшку курдюк во всем. полить сверху. Кстати, в баклажанах тоже очень вкусно, когда курдюк добавляют в баклажан. Маленький. Все вкусно, когда курдюк добавляет вкус курдюка, потому что
Нет, вот я тебе скажу, например, блюдо, вот я пробовала грузинские блюда, когда в вареном виде, но это не то. Мне не понравилось. Грузинская, Варёное. что там? Грузинская топ-1 это хинкали. Не-не-не, у грузинов очень шикарная Топ-1 кухня, у них хинкали. у Самое них мое много любимое всего, и молочного, и с зеленью, и с мясом, у них очень много, у них кухня большая. Не, в этом плане Азербайджан, наверное, не уступает. Зелень, молочка, все это я уже кушал. Не-не, пробовал. я сама с Азербайджана родом, поэтому, конечно, не уступает. Азербайджанская кухня один из лучших в мире считается. Да, я тоже так считаю. Что? Тоже так считаю. Я говорю, я тоже так считаю, что лучше. Персидская азербайджанская кухня, она и красивая, и такая здоровая, знаешь? Они делают рис Особенно очень очень грамотно. здоровая. Когда за месяц плюс 15 килограмм, самая здоровая кухня. Не-не-не. Ты должен правильно смотреть кухню. Где красиво делают шашлык, рис специально с барбарисом. Не азмын Делают суйны очень грамотно төчөсүз. перцы. Дастин, да? И надо сравнять Советский Союз с настоящими перцами. Я вам скажу, ребята, что в этом плане Израиль шикарный. Почему? Потому что евреи со всего мира приехали, и они взяли с собой кухню всего мира. Поэтому ты в Израиль идешь, ты можешь просто практически любую кухню Тебе не найти. бухарский плов, который съел, сразу потом сахарный диабет поймал. Не, почему? Бухарский плов шикарный. Жирный, все в масле. Если его правильно готовить, если его Поджелудочная железа правильно просто утопает в этих слезах. Она пашет. Мой муж Всё, они все шикарно жирные, все готовит, толстые женщины. никакого жира, Сразу ничего. под шикарный капельницу плов. ложишься перед Да, тем, в как натуре там покушать. можно... Я тебе говорю, неделю покушай, это настоящий узбекский плов, да, такой жирный. Настоящий узбекский Всё, плов до мой муж свидания, готовит, доктор. просто делает такое жирное. До свидания, доктор. Поджелудочная привет, рассыпется. С нахутом, с барбарисом, со всеми делами, с чесночком. Ничего себе. Видел я это. Так, эта еда даже и бесплатно тоже дорого. Спасибо уж. Ничего Мне себе. нравится в азербайджанской Нашел, Макс, сестер. Мне нравится в азербайджанской кухне сладости очень вкусные. Да. Это тоже никуда не годится. Очень сладкое все. Очень. Хорошо, время, да, каждый день не 50% кушай. всех сахарный диабет есть. Потому что не Каждый день не двигаются, кушай, спортом не брат. занимаются. Ибрахим, хаттар, нет, Макс, если... И потом умирают 60-65 лет. Масак, машвол, масак. А спортом Заходите, как женщина? заходите к Julie Food в ТикТоке и посмотрите, она все азербайджанские печеные готовит. Все с сахаром, все с маслом, все с орехами. Короче, В России не тесто. кушают столько сладкого, но что-то до Макс, 65 на все лет мало вопросы кто отвечай честно. доживает. Иди немцу Что дай все скажете? это, он даже не будет трогать это. Так, Немцы господа это азербайджанцы, каста, да. дайте ребятам сказать, они что-то хотят сказать. Мы тут забрали эфир. Макс, каждый вопрос, что Ибрахим Сагушев, отвечай честно, критериал, чтобы подставлять тебя. Просто честно отвечай, и все. Мы можем уже на эту тему говорить, или это еще рано? Думаю, можно, Ибрахим. Макс, Задавайте свои вопросы, Ибрагим. Я вас слушаю. Давай, Амина, объясним, в чем... Был такой момент, что... О, Макс, мой друг, привет! Был такой Шалом. момент, что мы с ним поздорили, это было у Эллы и на моем стриме, и несколько раз это было. И я приняла такое решение, что он муслим, а я вышла из ислама, поэтому у нас не получается с ним дружить. И он сказал, чтобы сохранить дружбу, что он готов выйти из ислама. Но вот этот парень, админ, сказал, надо дать время подумать просто хотя бы. Я ему я сказала, свидетелем на вашу свадьбу свидетелем стану. 100%. Макс, ты же знаешь, как я к тебе отношусь? Молодец, Я знаю, Олег. я тебе доверяю. Во-первых. Во-вторых, человек, который выходит из ислама, идет в христианство, например, или куда-то, и само ислам это Иса, это Иисус Христос. Так что ты можешь евреем стать, очень хороший еврей из тебя будет, оригинальный. Ты очень интеллигентный, умный парень. Тебя даже и без всяких гиюров возьмут.
Не, без гиюров не заходят в Иудаизм. Я его беру без гиюра, для меня он жив. Процедура. Вы так Пусть он выйдет из этого дерьма, извиняюсь за выражение. Пусть Вы он так выйдет, потом прорекламировали его, вы так прорекламировали его, что мне же захотелось к нему подписаться. Что за тип этот Максист? Масса иудейскую шахаду знаешь? Брат, Где тут Бибер- абсолютно где смешно. Бибер Расулаллах? Вообще-то нет, брат. У тебя же был вопрос интересно был. Давайте по теме будем задавать. Или просто тему закроем и дальше. Мы шутим. Я надеюсь, что Масса тоже не это самое. Ну, это тоже шахада. Вот я в казахских стримах постоянно. Казахи, мусульмане, всегда пьяные, заходят. Я говорю, вот я тебе даю $1000, скажи мне шахаду. Вот сейчас, да, вот. Он говорит, бильмирам, не знаю по-казахски. Следующий день опять пришел, я говорю, выучил? Он опять пьяный. Нет, говорит, не выучил. Маршал. Да, они не знают таких. Конквист. Казахские мусульмане, они все пьяные почему-то. Просто вы не понимаете. Какой ислам? Человек, который там постился, молился, там считал, что он мусульманин, это всадили в него с детства. Это вот так взять, там, когда говоришь, я выхожу из ислама, этот человек попадает просто в какой-то страшный транс, понимаете вы? Я сидела днями своей тени боялась просто. Я думала, что я вышла, все, я делаю большое преступление. Это легко сказать, а когда приходит такой момент, это очень тяжело, поэтому, Олег, не смешно абсолютно. Вы же вроде бы взрослый человек. Как Вы не же были смешно? на моем А как стриме, не как смешно? я Да, Он готовилась. не боится этого. Он смелый парень, он знает, что он делает. Ну вот Это тогда человек, завтра который увидим. разговаривает с компьютером на других языках. Так что он не может и с нами, и с любым человеком общий язык найти. Так, ребят, вы уже 15 минут между собой говорите, а человека не слышно вообще. Масса, ты не пробовал по частично как бы выходить по процентам? Это как? Постепенно? Например, Ибрагим на 70% мусульманин. А Это не прокатит. я на 40%. Со мной это не прокатит. А я на 40. поверь мне. Частично, попроцентно выходить. Вот видите, Стелла, вы говорите, что вы между собой разговариваете. Если он молчит, что еще делать? Не, Так, новости. если Вчера просто мне Ибрагим должен был задать вопросы. была дважды в этом спросил. городе проведена пару операция минут. Идеально. Ибрагим. Ты в курсе, что в Вене дважды было предотвращено нехорошее деяние на концерте? 2 раза. Спасибо за подарки. Сейчас пару минут буду. Ясно. Макс, расскажи про себя просто. Кто ты, что ты. Откуда ты? Да. Так, ну, я сам с Ингушетии, мне 33 года, проживаю во Франции, Угу, понятно. работаю в области программирования на языке Java. Все, хватит. Умный. Хватит, точка. Понятно. Почему? А ты Дай человеку рассказать о себе что-то. Она это говорит А ты- потому, что я слишком Максис, много информации о себе говорю. Нет, не нужно много крещеный? информации. Человек. А ты женатый Максис, был или нет? А ты 3 года. крещенный, Максис, или ты обрезанный? Колись. Ну, это и так понятный вопрос. Вопросы интимного характера лучше не Не задавать. нужно, да. Макс, у тебя Публичное возраст пространство Христа? это не то. Я ради Стеллы. Макс, а ты... стараюсь. секунду, а ты был женатый, Макс, или нет, 33 года? Я бы предпочел на этот вопрос не Неважно, отвечать. неважно. Угу, ну ладно. Почему? хорошо. У меня Вы его член- сильно не злите, он нас Чуть всех такого. по IP вычислит и уничтожит. Вы аккуратнее будьте. Программисты — это страшные люди в гневе. Мы самоликвидируемся, если что.
Я из таких, как Макс, вот 15 этих VPN себе скачал. Не поможет. Вот ты гад, а. Вот ты гад, блядь. Я только захотел расслабиться, не поможет, говорит. Ладно, что ж теперь. Чему быть, тому того не миновать. Админ, а ты из азербайджанец, да? Азербайджанец, да, из России.